Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Деревянные стеновые панели по немецкой технологии. Для жителей села Бяскёль производятся новые дома. Учет всех людей страны. Стали известны сроки переписи населения. Возвращение на родину. Бронзовый призер юниорского первенства мира Станислав Свинобоев вернулся в Якутию. Этой ночью 70 детей вылетели во Всероссийский детский центр «Океан». Это дети из пострадавших от лесных пожаров районов республики. 19 детей из Горного района, из Намского и Усть-Алданского, а также Хангаласского района по 9 детей и по 8 детей из Татинского и Чурапчинского районов. Других детей также ждут вылеты и в прочие детские центры. Так, 25 и 26 августа 56 детей в возрасте от 7 лет отправятся в Артек, а 1 сентября 70 детей в возрасте от 11 лет поедут в Орленок Краснодарского края. Глава республики Айсен Николаев посетил лесопромышленный комплекс, где ведется производство домов для пострадавших от пожара жителей села Бяскёль. Новые дома изготавливаются из массивных деревянных стеновых панелей. Более подробно в сюжете Власия Сергеева. Новые дома для жителей села Бяскёль производятся в 6 различных вариантах площадью от 50 до 100 квадратных метров. Они изготавливаются из массивных деревянных стеновых панелей по немецкой технологии. На одну вот такую панель забивается где-то порядка 4000 гвоздей. То есть любой человек, который работал с гвоздями, понимает, что даже один гвоздь вырвать очень сложно. Ну а 4000 гвоздей – это, естественно, архисложный процесс. Поэтому панель получается сильная, очень прочная, конструктивно очень прочная. За счет того, что это все-таки сильная древесина, материал имеет аккумулятивное свойство, то есть в этом доме будет тепло и уютно. Еще одним преимуществом данной технологии является быстрый монтаж. Так, по словам специалистов, возведение дома на 80 квадратных метров займет от 2 до 3 дней. Помимо этого, они отмечают высокую жесткость конструкции, что позволяет произвести отделку плиткой или краской, не опасаясь сдвигов панелей. В селе Бяскёль, помимо возведения новых домов, будут построены и другие объекты. Все понимают задачу, что нам надо обязательно людям помочь. И еще раз говорю, к середине октября все дома уже построят. Кроме этого, конечно же, хотел бы особо отметить, что в селе Бяскёль по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина будет построена новая школа. Начиная со следующего года новый многофункциональный культурно-спортивный центр. Мы также намерены отработать по улучшению улично-дорожной сети, по электрическому освещению улиц поселка. И мы уверены, что Бяскёль в итоге станет еще лучше, еще краше, нежели чем он был до того пожара, который, к сожалению, огромному у нас случился. Первая партия домов была отправлена в Горную Луз вчера. Сегодня планируется начать работы по бурению свай под фундаменты. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Какова ситуация с лесными пожарами в республике на этот час? Доброе утро. На 8 часов утра на территории республики действует 92 пожара, из них тушится 34. Локализовано за сутки 14 пожаров, 28 ликвидировано. Вновь обнаружен 1 пожар. На этих пожарах работает почти 3000 человек, 453 единицы техники. Меры по тушению принимаются по 14 районам. За сутки на лесных пожарах и мониторинга обстановки, передислокации, по поливу воды привлекались 17 воздушных судов, совершено 17 вылетов, произведено 80 сливов воды. Это составило 546 тонн воды. В передислокации участвовало 85 человек. Пожар, угрожающий населенным пунктам и объектам экономики, отсутствует. Дмитрий Дмитриевич, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. В
В республике продолжается ремонт объектов культуры в рамках празднования столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Работы проводятся за счет федеральных средств в 2 этапа. Так будет отремонтировано 2 театра. Это Саха-Академический, где проводится замена покрытия фасада, и театр коренных малочисленных народов Севера, в котором предусмотрен капитальный ремонт актового зала и кабинетов 1-го этажа. Кроме того, работы проводятся и в Якутской балетной школе. Там были отремонтированы 3 танцевальных зала, часть кровли и система пожарной безопасности. Объем финансирования, который мы получили на эти работы, составляет больше 150 миллионов в течение 2 лет. А в целом план нам дает возможность получить федеральное финансирование республиканское на объем 350 миллионов рублей на реализацию крупных значимых событий. Со 2 по 4 сентября на площадке 6-го Восточного экономического форума пройдет юношеская секция ВЭФ «Юниор», которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей. Мероприятие объединит школьников и видных предпринимателей вокруг вопросов интеграции подрастающего поколения в глобальную повестку Восточного экономического форума. В рамках деловой программы ВЭФ «Юниор» пройдут панельные сессии и стратегические дискуссии на такие темы, как развитие среднего профессионального образования при поддержке Министерства просвещения России, работа в промышленных корпорациях на Дальнем Востоке при поддержке Министерства энергетики, влияние новых культурных пространств на развитие регионов при поддержке Фонда «Национальное культурное наследие» и экосистемы поддержки молодежных стартапов в России и за рубежом. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. На труднодоступных территориях страны перепись продлится до 20 декабря. Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители России смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен. По домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в 4-м квартале следующего года. Почти 62 тонны картофеля доставят самолетами в арктические районы Якутии. Овощи распределят по 32 отдаленным и труднодоступным населенным пунктам. Рейсы будут выполняться из поселка Белая гора с охватом наслегов Абыйского, Алайховского и Момского районов, а также из Среднеколымска с охватом наслегов Среднеколымского, Нижнеколымского и Верхнеколымского районов. На сегодня самолет Ан-26 выполнил 10 авиарейсов из поселка Усть-Куйга в села Усть-Янского, Верхоянского и Эвено-Батантайского районов. Также в арктические районы продовольствие доставляется водным путем. В период навигации 2021 года планируют завезти 470 тонн картофеля и овощей открытого грунта. Бронзовый призер первенства мира по вольной борьбе среди юниоров Станислав Свинобоев вернулся на родину. Напомним, воспитанник якутской школы борьбы занял призовое 3-е место по вольной борьбе среди юниоров в Уфе. Уроженец села Тумул Мегино-Кангаласского района более чем уверенно победил соперника из Швеции Кевина Маката-Стрём со счетом 12-1 в весовой категории до 70 килограмм. Таким образом, спустя 12 лет якутский вольник принес в копилку медаль юниорского первенства мира. Казачьи традиции в Южной Якутии сохраняются. Нерюнгринское казачье общество существует 30 лет, и там продолжают традиционно заниматься военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Рассказывает Екатерина Павлова.
Палатка, полевая кухня, конюшня. В уютном уголке природы Южной Якутии с 2020 года расположилась казачья застава. Здесь обустраивают спортивные площадки, базу отдыха для кадетов казачьего класса. В природных условиях ребята практикуют полученные знания, соревнуются в прохождении полосы препятствий, состязаются в скоростной сборке-разборке автомата, демонстрируют навыки рукопашного боя и владения традиционным оружием, нагайкой и шашкой. Кроме того, кадеты ходят в походы, строят жилища, готовят на полевой кухне. Для ребят это своего рода модель казачьей жизни. На природе лучше. В городе уже все засиделись. Поскорее бы на природу выбраться. Проходить полосу препятствий. Ну, то, что подготовка, мышечную массу набирать. На сегодняшний день в кадетских классах обучается 36 нерюнгринцев, среди них 9 девушек. Казачат раньше брали с 12 лет, теперь в кадетские классы можно приходить уже в 9 лет. В год общество набирает до 15 ребят. Когда первый год были какие-то недочеты. Сначала сестра поправляла, дома занимались с ней. А тут он второй курс, и как-то надо самой делать. Стрелять из луков, на лошадях кататься и строевой заниматься. С 2018 года руководителем общества является Олег Евдокимов. У нас нет зарплат, то есть мы некоммерческая организация, и все это на добровольных началах. Если есть у человека в жилах вот это вот казачье, если есть, то оно есть, и никуда оно не денется. Казакам помогают участливые люди, местные предприниматели и депутаты. На субсидии и гранты казачье общество старается улучшить свою материально-техническую базу, но сегодня остается много нерешенных проблем. Есть вещи, которые мы своими силами не сможем сделать, никогда в жизни. То есть на данный момент у нас нет освещения. И сами мы его сюда своими силами провести не сможем. Обещания есть, но пока ничего нет. Вот. Год мы уже без света прожили, этот год, наверное, мы будем тоже без света жить. Сегодня нет средств одеть всех детей в форму, а форма – это дисциплина. Кроме того, казачеству нужны люди с горящим сердцем, готовые внести вклад в общество. Ведь казак – это состояние души и образ жизни. Казаки присягают родине, присягают вере и всегда должны помнить, что казак должен быть примером для окружающих, тем, на кого должны равняться другие ребята. Казачество – это не просто внешняя красота, форма, красивые слова. Это и глубокая внутренняя духовная сила. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.